Два новых корпуса Дома ветеранов красуются рядом. Благодаря нацпроекту демографии количество мест для посетителей санатория стало в 3 раза больше. В каждом корпусе предусмотрены двухместные номера с отдельными санузлами и прочие условия для отдыха и лечения для граждан пожилого возраста. Это порядка 100 коек. Число желающих поправить свое здоровье здесь с каждым годом только растет. Места ограничены, и попасть сюда можно было в порядке очереди, поэтому встал вопрос о ремонте старого корпуса, который с трудом вмещал 30 человек. Как сообщил глава региона Махмуд Али Калиматов, уже в апреле начнется его реконструкция. Благодаря поддержке правительства России Ингушетии выделено на эти цели более 260 миллионов рублей. Проект включает обновление стен, потолков, дверных и оконных блоков, инженерных коммуникаций, спальных зон, пищеблока и других помещений. После реконструкции учреждения его вместимость возрастет, обеспечив комфортные условия пребывания для пациентов и медперсонала. Здесь смогут получать качественные медуслуги и психологическую помощь труженики тыла, вдовы ветеранов ВОВ, ветераны боевых действий в Афганистане, пенсионеры, участники СВО и другие. Первый корпус до сих пор привлекает внимание своим дизайном, но условия уже просто не соответствовали современным требованиям и стандартам оздоровительного комплекса. Палаты были тесные, постоянно создавались очереди на процедуры. Теперь же и этот вопрос совсем скоро заживет новой жизнью. Реконструкция подразумевает, расширение номерного фонда, увеличение этажности и поставку нового оборудования. Сам фон прежнего здания, скорее всего, будет изменен. Пока официально проект не представлен, но по предварительным данным в нем будет около 4000 квадратных метров полезной площади, 4 этажа, оснащенных всем необходимым современным оборудованием. После реконструкции он ничем не будет уступать новым корпусам по наличию процедурных комнат, уверяют здесь. В основном у нас физиопроцедуры, это ток, массаж, электрофорез и так далее. После введения второго корпуса перечень процедур у нас стал намного шире и больше. То есть у нас появились, и массажные кресла, и соляная комната, и бассейн, который будет работать круглосуточно. То есть сам перечень услуг с каждым годом у нас увеличивается. Условия для реабилитации будут созданы по современным стандартам. Двухместные номера с отдельными санузлами, специализированное питание и медицинское обслуживание, массаж, физиотерапия, грязевые ванны, бассейн. В общем, будет все для комфортного отдыха и лечения граждан пожилого возраста. За 2024 год мы приняли на оздоровление 656 человек. 656 человек сроком на 2 недели. Всем известно, что с 2022 года у нас идет специальная военная операция. Помимо этого, участники СВО, члены их семей, в свою очередь, тоже имеют льготы. И, соответственно, мы должны принимать в первую очередь. Дом ветеранов был открыт в мае 2010 года. В сентябре 2021 года был введен в эксплуатацию новый корпус Дома ветеранов, а в марте 2024 года был возведен еще один. И уже скоро будет отреставрирован старый корпус. Так, вместимость социального учреждения вырастет до 140 коек, что позволит полностью погасить потребность у пожилых граждан в услугах по социально-психологической и медицинской реабилитации. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.